Добрый день, уважаемые рыболовы! Спешу ознакомить вас с максимально точным прогнозом клёвой рыбы на ближайшую неделю. 25 июля активность рыбы будет средняя, но стабильная. Как в утреннее, так и в вечернее время вы поймаете карася, леща, карпа без проблем. Но трофейным уловом сегодня вы, увы, похвалиться не сможете. Чуть отставать от других по активности сегодня будет сазан. 26 июля. Прекрасный день для охоты на все виды рыбы. Как мирные обитатели водоема, так и хищники сегодня будут невероятно динамичны. Особо сегодня отличится щука. Ее вы сможете поймать без особого труда. В вечернее время хорошо будут клевать карась и подлещик. 27 июля хищники после вчерашнего всплеска активности уйдут на дно, поэтому сегодня вы не увидите их в своем улове. Отлично будут клевать голавль, густерка и плотва. Немного отставать от них будет ясь. Совсем в этот день будет неуловим сазан. 28 июля наблюдается снижение активности всей рыбы. Уйдя с утра на дно, рыба на сутки пропадет из пределов видимости, поэтому улова в этот день не стоит ожидать. Можно попробовать поохотиться на густерку в вечернее время, но все же лучше отложить поход на водоем на завтра. Ведь 29 июля рыба выйдет из спячки, и уже с утра отлично будут клевать карась, ясь и линь. Уже к обеду вы наполните ведра доверху. Лещ, сазан и плотва тоже обязательно будут присутствовать в вашем улове. А вот судак сегодня будет малоактивен, поэтому на него можно особо не рассчитывать. 30 июля в утреннее время очень хорошо будет клевать окунь, поэтому рекомендуется пораньше идти на водоем, чтобы успешно поохотиться на него. Отличную активность сегодня проявит карась, плотва и ясь, а вот голавль и густерка будут сегодня вялыми, и поймать их будет проблематично. 31 июля. До обеда рыба будет малоактивна и заторможена. Исключение карась. В этот день вы без труда поймаете его в любое время суток. Ближе к вечеру ситуация изменится. Рыба начнет выходить с глубины. Клев леща, карася, голавля и сазана ожидается очень хороший. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!